Так, вроде все. Так, тут закрыли. Нож взяли. Так, все. Все закрываем, чтобы тепло уже стало в избе. А то, фу, сейчас, в принципе, сейчас жарко, но двери все время открыты. И сейчас я все закрою, пусть тепло накапливается. Мне надо полторашку. Бутылку. Вон. Вроде бы они должны быть у меня. Вот же они. Вон они. Полторашечки. Ладно, пойдем мы сейчас. Уже темнеет конкретно. Тулан где-то впереди кого-то облаивает. Перестал. Далеко вперед, блин, идет. Не успеваешь. А я оружие не взял, только пакет в руках. И полторашка там. Ну, для живца. Если вдруг, может, еще порыбачу. Спотел, блин, быстро иду или что я? Наконец-то дошли. Вон он, Тулан. Оп. Караулит тут. А, Туланчик. Вода вроде как поднимается, или что тут? Так, это самый крайний тут. Потом надо удочку взять. Что-то слышит вот. Вон, смотри. Тишина. Тишина и покой над солдатской тюрьмой. Живой пока. Живая рыба. Так. Не замерзает, между прочим, и вода на лед поднимается. Так, я удочку возьму. Рыбина тут живая еще. Смотрю. Так. Одну удочку возьму. Самую. Муравейна она, который. Вон. Муравья. Возьму. И этих еще бездельников. Так, пошли. Вон. Опа. Упала шляпа, блин. Так. Ну, одним словом, включусь, если кто-то будет. Кто-то это щука или мощный окунь. Окунь вряд ли, но на щуку надеюсь все-таки. Может, где-то кого-то дернем. Так. А, вон он. Где, думаю. Ой, тут тоже никого не мудлы. Вон. Да. Живой. Ладно, выключаю пока. Вон. Ну все, успокойтесь. Буран едет. Вон, буран. Спускается. Лак. Лаканмон. Вон. Поехал. Как обычно, ночью. Тут тоже ничего. Уже который. Еще 3 штуки осталось. Опа. 3 штуки еще. Газку поехал кто-то.
Вот так. Тут, ребята, крючок пустой. Рыба сама ушла, или же, может быть, кто-то был. Может, какой-то подход был все-таки. Сейчас снова отправляем. Так, это еще, наверное. Так, если вот так, все, ништяк. Ну, все-таки, наверное, кто-то есть. Может быть. Это предпоследний. Еще он там за озером. Ну, как на другом стороне озера. Мы уж до конца дошли. Это последний. Так. Ну тут ничего не тронуто. И тоже рыбы нет. Ничего себе. Почему так? Интересно. Все-таки в двух местах, получается, живца утащили. Все. Давай, работай. Давай, работай, парень. На самом окраине, в конце озера, получается, два подхода было. Так, ладно, через тайгу напрямик пойду. Ладно, или где лучше? Пошли! А у нас здесь напрямик. Надеюсь, не заблудимся. Тут надо быть тоже аккуратным. Так, опа. Хиппи-хаппи. Хаппи-маппи. Ну вот. Так, ладно, разберемся. Тут что за бутылка? Какой-то НЗ кого-то. Так, ориентир главное не потерять. Надо на дорогу выйти. Ночное хождение, блин. Ладно, пока выключаю тут. Снимать нечего. Надо дорогу мне найти. Ну вот. Наконец-то, блин. Так, ну Буран по зимнику едет. А мы вдоль реки. Это параллельно реке дорога. Раньше по этой дороге на сенокос людей возили. Вот так вот.
Идем дальше, короче, к другому озеру. И хороший спуск. Фу. Ну вот, дошли до озера. Один флажок на месте, второй не вижу. Тут у нас еще есть. Ой. Немножко обледенело, пока тишина тут. Живец целости, сохранности, даже очень даже бойко себя ведет. Еще не устал. Так, ладно. И сразу пройдусь. Не сработали ни один, ни второй. Видать, вообще щука не ходит. Или нету его. Ладно, надо проверить, как там живец есть, нету. Да, есть, живой. Тулан бродит, блядь. Что за шорох, думаю. Ладно, также я проверил все. Еще там 3 штуки. 2. Получается, да, после этого еще 2. Тоже живой. Уф, пока шел, вспотел. Так, вместо нашей рыбалки, наверное, еще посижу с удочкой. Здесь порыбачу. О, до дна дошел. Ну вот. Попробуем малька еще поймать. Для интереса. Проверил все жерлицы, что я ставил сегодня 14 штук. 2 крючка без живца. Пока непонятно, рыба была там, какой-нибудь хищник подходил или же сами ушли. Но не должны сами уходить, потому что на большом крючке был насажен. Ладно. Не щучий день сегодня, так скажем. Минут 20 уже сижу. Ни на игру, ни на просто так я оставляю удочку. Ни одного подхода еще не было. И думаю, не будет. Потому что, как думаю, рыба где-то здесь, которая стая была, куда-то отошла. Надо искать, но у меня ледобура даже с собой нету здесь. Буду собираться. Самолет летит где-то. Буду собираться и пойду обратно на избу. В принципе, мне хотелось такой вечерней рыбалки. Хотелось проверить жерлицы, хотелось посидеть с удочкой. Ну, все это я сделал. Мне хотелось, я сделал. А результат, ну, пока такой. Такой, какой мы видим. Это щука не попалась. И даже плотва не клюет. Почему? У меня нету ответа. Что на это влияет? Думаю, от этого луча они не боятся, от этого света. Здесь глубина не меньше 3 метров. Они на самом дне. Короче, не знаю. Не клюет и все. Вот. Одним словом,
Соберусь-ка я, ребят, и пойду я и на избу. Тулан, не знаю, где-то ходит. Лед трещит, между прочим. Трещит это из-за того, что вода, уровень воды ходит. Наверное, думаю, уровень, может, падает. Из-за этого вот такие трески льда идут. Нет, бесполезно сидеть. Когда рыба хочет и берет, столько ждать не приходится. Сразу берет. Пойдем на избу. Тут больше делать сегодня нечего. Где он? Где-то вроде шорох, где слышал. Так. Этот пакет я тут оставлю. О, блин, напугал бездельник, а? Ты где был? Ой, резко появился. Так, ну что? Флажки на месте. Ладно, этот пакет я тут оставлю, удочку. До завтра. Завтра, фиг знает, может быть еще тут будем рыбачить, а может и нет. Посмотрим. На ночь я все это дело оставлю. А мы пойдем. Где подняться бы? Такой вот подъем нехороший. Ну, нехороший, скользко. Вот и вся беда. Вон, буксую, блин. Так. Пойду на избу. Постелю. Постельная, как бы, матрас, все это дело. Лягу и все. Еще домой позвоню, предупредить, что все нормально. Живы, здоровы. И отдыхать. Конечно, ночь длинная, но зато отдохнем капитально. Ну вот, развилка. Развилка. Тут зимник. Вон, трасса. Протяженностью примерно, ну не знаю, 40 километров. 40 километров до Боровой. Ну и дальше на буранах. Ну до глубинки там ездят. Где вот эти зыковские колонии были. Поселения. До туда 70 примерно, наверное. Оттуда уже до Княж-Погоста не знаю, сколько остается. Немного уже. А это до Свидора идет. Летняя трасса. Ну, я вот сегодня на УАЗик поднимался, и эти следы я видел. Эти следы, наверное, вчера этот буран поднимался, а сегодня спустился обратно. Звук бурана знакомый. Звук бурана. Не могу сказать, кто водитель. Есть такие примерно 3 или 4 бурана с одинаковым таким. Блин, я не знаю. Немножко переделали что-то там. От тайги вариатор ставили или я не знаю. Но вот как будто свист идет. Такой вот, как турбо. Блин, надо разузнать. И вроде как этот, что от тайги поставили, меньше, говорят, греется двигатель. Из-за этого они ставят. Или вентилятор. Вентилятор, наверное, от тайги. Вроде что-то вот не вариатор, а вентилятор. И, наверное, охлаждение лучше. Меньше греется. Ну, это пластиковые. Видно по следу. Пластиковые сани.
Тула. Тула. Гремит, едет. Не знаю кто. Кто-то из наших нюхерских. Успокойте. Ваня Ölman. Привет. Te kruta ei mikä jättelän. Kruta ei mikä me jättelän. Te kysännyt tänne. Niin, kusartu. А мы сейчас чекаем. Код на сын, Миш. Ваня. Ваня, кто меня? Наташа. Нет, лево стоят. Me tahtsi putsöiskaili mikä žerlica vaitali. Das njol žerlica lo asuvnas vaitli oni provertida nine autadama. Mikä sitten se alkset? Me talun lohtia. Asku bardatcha. Mikä мы после кельчидочка сразу же для сейчас для будет кельчи я сен писал да нихуя. Ну что? Да, туланы. Уджит. Уджит видел нас. Ты где левый-то я, во? Рослый, во? Ты рослый. Рослый. Дай тебе собственно на то, вытягал. Мы... Дай дочери. Мы нам дать Джонни. На. Да. То есть Кузьмин. На. Фундель, код дать на. На. Кузьман не был. Скоро до фунда, как кофта шуя. No ладно, Вань, лече. Машина нуачка нлокты. Ага. Нуачка. Давай. Он попал. Он попал. Отекла нуйка. Mi corbelul sen balon de kuskili. Dogite. Taki bля вот и вообще. Что есть? Дружить аген мойка. Кора колема да сехки. Отсыться нормально как. Видели, как гремит. Ну, снега мало, поэтому по пням, по колее едут. Ну, конечно, снегоход, буран, мотособака получает очень даже гусеницы, валы, там, катки гнутся. Ну, короче, это местные, знакомые. С Алексеевки. Тулан проводил. Тулан проводил наших мужиков. Это тайга вроде как снегоход был у Ваньки. У него буран был, потом буран вроде продал, тайгу купил. Нормально ездит уже вроде второй сезон или третий. Второй-то точно. И немало уже он проехал. Вот сейчас я иду, себе в уме так размышляю о том, чем. И между прочим, вот сейчас вот тайга проехала, и звук двигателя, все это вот один в один перед тем, как перед этим техника проехала, вот буран, может тоже тайга, ну блин, тоже похоже на этот звук. Я уже подхожу к избе. Вон там уже избушка наша. Ну вот, нагулялись сегодня капитально. Сейчас перед тем, как раздеться, домой позвоню. И все, чтобы уже на улицу сегодня не выходить. Да, Тулан? Молодец. Так. Все.
Вон сколько дров заготовлено. В избушке тепло. Ну вот и все, зрители. День закончился. Сегодня был 26 ноября, 17 часов 19 минут. День закончился, я так сказал, потому что дальше я снимать не стану. Я буду отдыхать. Сейчас подкинул одно полено. Немножко поужинаю, суп поем, чай попью. Я уже постелил. Буду отдыхать. Накормил собаку. И, между прочим, у Тулана сейчас очень хороший аппетит. И это, наверное, связано с тем, что он начал линять. И он сейчас больше стал есть. Бывают периоды, когда собака вообще перестает есть. Бывают периоды, сейчас надо дополнительно больше давать, одним словом. Вот. Ну, что еще добавить? Сегодня день прошел так, знаете, мне понравилось. Понравилось то, что была хорошая погода. Это самое главное для меня было важное. Безветренно, спокойно, такой снежок. Порыбачили. Если было желание, можно было и больше поймать таких маленькие плотвы. Но этот поход я ставлю на ловлю хотя бы одну щуку. 50 сантиметров, одна щука, если попадет для ухи, я буду счастлив. Мне вполне хватает. Поймаем, уху сварим. Не поймаем, в следующий раз удача улыбнется. А завтра уже будем, день поставлю на, как сказать, поход по тайге. Буду ставить капканы. Все снимать не стану. Там однообразно, там идешь, густая тайга и капканы, капканы. Там ничего особого снимать. Если, конечно, будет какие-то следы или еще что-то интересно, конечно же, буду дальше снимать. Но я даже ружье не буду брать с собой. Возьму только топор, приваду, проволоку, там гвозди. Все инструменты, что понадобятся для того, чтобы поставить капканы. А ружье ни к чему. Это лишний вес, лишний груз, лишнее мешается. Я однозначно знаю, что там никого я не увижу. Может быть, там из 100% 1% или 10% увидеть там куницу. Если куницу мы увидим, мы там поставим капкан, и эта куница залетит. Не надо даже выстрела. Вот. Уже по снегу я рябчиков не стреляю. Все. Я охоту на рябчика я уже закончил. И до следующей осени я на них не охочусь. Так что хоть 10, хоть 20 штук я их увижу, я уже стрелять сейчас не стану. Вот. Ну что, до завтра. Встретимся завтра. А сегодня я сейчас поужинаю и буду отдыхать. Рано еще, конечно, ложиться, но просто вот тупо я буду лежать. Усну, если нет, так когда засну, это уже будем смотреть. И скажу завтра, сколько там я валялся и сразу ли я уснул. Вот. Тулан лежит на снегу, даже предбанник что-то он не заходит. А в избу я его пускать не буду. У собаки должна быть
уровень. Я об этом уже говорил. Собака охотничья должна быть на улице. И у него есть предбанник, коридор, там сухо, ни снег не попадает, ни дождь не попадает. Будки у меня здесь нету. Раньше была будка, сейчас нету, а во второй избе они в будке лежат. Ну, короче, таким макаром мы живем. Все, ладно, ребят, до завтра.